Наши сладкие пончики готовы. Сейчас мы их попробуем. Ой, какое божественное получилось тесто. Ух ты, прям такое нежное. Ой, очень вкусно. Прекрасный десерт к чаю. Оторваться невозможно. Всем привет, меня зовут Кумыс. Вы на нашем канале Поварешка. И сегодня я буду готовить пончики-шарики. Итак, друзья, для того, чтобы приготовить наши пончики-шарики, нам понадобится стакан молока, примерно 400-500 грамм муки, муку я уже просеяла, растопленное масло примерно 50 грамм, но у меня здесь я использую маргарин, можно масло сливочное, дрожжи, сахар, для жарки подсолнечное масло, 100 грамм манки, соль и яйца. Итак, для начала мы наливаем молоко, теплое молоко должно быть. Сюда же сахар. Я добавлю, чтобы было послаще, 3 столовые ложки. И сюда же добавляю 1 чайную ложку сухих дрожжей. Перемешиваем, чтобы сахар весь у нас растворился. И оставляем примерно на 10 минут, чтобы наши дрожжи растворились и поднялись. Итак, 10 минут у нас прошло. Теперь добавляем 2 яйца. Добавляем, в данном случае у меня маргарин, можно масло. И 1 чайная ложка соли. Все хорошенечко размешали. И теперь постепенно будем добавлять муку. Муку я уже просеяла. Теперь просто добавляем. Постепенно мы ее добавляем, не сразу всю. Сейчас немножко размешаем венчиком, а потом уже рукой. Ну и добавляем еще муки. Я использую примерно 500 грамм муки, но тут уже тоже будем смотреть, сколько точно. Уже вы сами поймете, сколько вам нужно, когда будете месить тесто. Так, ну еще надо. Ну вот у меня здесь было 500 грамм муки. И мука вся ушла. Тесто должно получиться мягкое. Тесто получается почти как на баурсаке, но на баурсаке немножко гуще. На пончике тесто получается немного пожиже. А вообще рецепт, ну здесь на баурсаке, если кому интересно, можете мое видео посмотреть. Есть у меня на канале, как я делаю баурсаки. Так, еще чуть-чуть добавим уже и потом оставим подниматься тесто. Так.
Итак, чуть-чуть еще муки добавлю, чтобы тесто у нас вот приготовить и оставить уже, чтобы оно у нас поднялось. Тесто, еще раз повторюсь, должно получиться мягким. Вот, в принципе, тесто у нас готово. Теперь оставляем его примерно на час-полтора. И потом уже начнем делать наши с вами пончики. Накрываем наше тесто. Я воспользовалась пленкой. Так. Вот так. Да. И еще сверху я накрою салфеточкой. Примерно где-то будет стоять час-полтора. Итак, тесто у нас готово, поднялось. И теперь будем делать шарики. Сейчас сначала поделим на части и потом будем уже делать шарики. Так, до этого чуть-чуть присыпем муки. Так. Угу. Так, манку мы приготовим, чтобы обвалять потом. Итак, друзья, чтобы на руки не прилипало тесто, чуть-чуть я смазала руки подсолнечным маслом. И теперь обваляем в манке наш с вами пончик. И пока ставим на поднос. И потом уже дадим чуть-чуть время постоять и будем уже жарить. Руки чуть надо помазать маслом, чтобы тесто не прилипало. И вот так мы такую полосочку теста делаем, чтобы поделить на кусочки и потом уже на кружочки, на пончики. Так. Ну, вот такие небольшие надо. Они еще у нас поднимутся. И даем постоять примерно 15 минут. Тесто у нас получилось легкое, воздушное. Когда готовим тесто на пончики, да, когда вот такие трубочки уже накатываем, лучше использовать масло. Вот руки я смазываю руки маслом
для того, чтобы не прилипало. Пробовала мукой, но нет, лучше маслом. Потому что когда потом мукой, ни манка не прилипнет, ни тесто тоже не будет таким воздушным, поэтому муку лучше не использовать. Лучше используйте масло подсолнечное на руки. Пока у нас пончики, тесто поднимается, да, наши пончики с вами, мы сейчас поставим масло разогреться. Масло можно использовать обычное простое, но вот у меня есть для фритюра масло, и я хочу на нем жарить пончики. Ну, вот желательно, чтобы наши пончики утонули. Так. Вот примерно я использовала, наверное, 1,5-2 литра. Итак, друзья, наши пончики готовы к обжарке. Вот первые у меня получились большие. Я сейчас посмотрю, какой размер будет лучше. Здесь у меня поменьше. 15 минут прошло. Сейчас аккуратненько закидываем в горячее наше уже раскаленное масло. И сейчас посмотрим по размерам. Надо вот побыстрее все это закидывать. Сейчас будем смотреть. Да, уже надо быстрее это все делать, так как надо уже мешать. Вот. До золотистой корочки надо жарить наши пончики. Ну, которые поменьше размера, они, конечно, выглядят получше. Да. Так, ну все, можно уже убирать. Уже у меня не только золотистая корочка там. Так, у меня есть такая шумовка, которую очень удобно брать. Вот. Так, надо быстрее, так как желательно, чтобы цвет был вот не такой прям, а вот доводить до золотистого. Поэтому надо пораньше можно убирать. Сейчас вот второй рейс буду жарить. И уже посмотрим. Пораньше будем убирать. Когда маленькие пончики, они обжариваются быстрее. Так, теперь нужно мне быстро-быстро, вот прям быстро-быстро все закидывать. Все. Сейчас теперь нужно быстро-быстро это вот так перемешать. Вот которые поменьше, они вот смотрите, прям такие аккуратненькие. Получаются легкие, такие воздушные. Постоянно нужно помешивать, так как если не помешивать, она с одной стороны только будет у нас жарится, поэтому надо помешивать быстро-быстро. Ага, так. Сейчас уже скоро можно будет забирать. Так. Так, ну, в принципе, наверное, все. Можно сейчас уже их доставать. Так. Да, такой цвет вот золотистый смотрится лучше, чем до этого. Так. Стряхиваем лишнее масло.
Так, ну у меня получилось 3 рейса. Я делала сегодня немного. Жарятся они быстро. Так, ну, в принципе, сейчас уже можно будет убирать. Все. Осталось только посыпать сахарной пудрой. И можно будет кушать. Наши сладкие пончики готовы. Теперь будем пробовать. Ой, посмотрите, какое классное получилось тесто. Нежное прям. Очень-очень вкусно получилось. Прям тает во рту. Очень вкусно. Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Также будет под видео мой телеграм-канал. Тоже проходите туда по ссылочке. Всех буду рада видеть. Всем пока!